1 декабря учрежден как День борьбы с ВИЧ и СПИД. Этот день учрежден для того, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме. Несмотря на то, что за много лет уже в сети много информации о том, как обезопасить себя от этой инфекции, ежегодно фиксируются новые случаи заболевания, в том числе и в Абхазии. Сегодня мы будем говорить об этом подробнее. Чаще всего это случайная выявляемость идет. Когда у нас кто-то умирает, мы тоже боимся об этом говорить. Если кто-то умер, почему сердце остановилось? Боль, да, вот это отломки пересиливает этот здравый смысл. Хитрая такая инфекция, попадая в организм человека, вирус может его не трогать от 5 до 7 лет. Как с ребенком об этом говорить? Легко. У нас были случаи, когда мы раньше, как я говорю, у нас была мобильная бригада, мы ездили по районам, обследовали население. Плюс ко всему мы лекции читали. Что такое ВИЧ-инфекция, как она может передаться, почему мы стали это делать. Потому что нам стали задавать вопросы. Вот мы точно знаем, что вот дети ВИЧ-инфицированы, они учатся у нас в школе, мы их боимся, мы хотим, чтобы они здесь не учились, заберите их куда-нибудь. Вот мы конкретно приезжали в школу, и там были учителя, которые были категоричны, не хотели, чтобы эти дети учились в этой школе. Они точно знали, учителя точно знали, что их мама инфицирована, но дети были здоровы, слава богу, но они категоричны были. Мы не хотим, чтобы они здесь жили, заберите их куда-нибудь. В итоге эта семья переехала сюда, в Сухум. Дети здоровы, поэтому из моего поля зрения они ушли. Их мама погибла 3 года назад, умерла. Она была ВИЧ-инфицирована, умерла от сопутствующего заболевания, так как перестала принимать препараты, и ее иммунитет не справился с заболеванием. Она заразилась от супруга половым путем. Супруг был потребителем инъекционных наркотиков, причем у них было 3 детей в семье. Последнего ребенка, к сожалению, мы не спасли, он родился инфицированным. То есть, получается, семья, осталось 2 детей здоровых. Муж погиб, супруга погибла, и ребенок погиб в возрасте 10 месяцев. Иногда складываются и нехорошо судьбы. 2 года назад мы возвращались к этой теме и рассказывали историю одной семьи, которая столкнулась с проблемой ВИЧ. Мать была заражена, но дети были здоровы. Семье пришлось переехать, покинуть родной дом из-за того, что они подверглись дискриминации. И эта проблема существует и по сей день. И многие семьи, которые столкнулись с проблемой ВИЧ, они пытаются максимально это скрыть. Вот на группах, когда вы открыто говорите о своих проблемах, о том, о чем вы переживаете и так далее, много вот среди них, которые открыто об этом говорят. Там они тоже вот бывает стесняются об этом говорить? Конечно, стесняются, во-первых. Во-вторых, ВИЧ-положительный человек, это в нашем обществе, это клеймо, это печать прокаженного, и люди не знают, да и, честно говоря, нет желания, наверное, у нормативных людей узнавать, да, о том, что от ВИЧ-инфекции ты там не заболеешь, если ты там обнимешься с человеком, поцелуешься, или там с одной кружки выпьешь. Да, но людям как бы об этом и неинтересно узнавать. Даже если они это где-то узнают, они не рискуют, да, проверять это на себе. Немножко СМИ и вот это общественное наше мнение о том, что как бы это печать, это болезнь, там, все, на человеке ставится крест. Вот. И поэтому люди, боясь осуждения, боясь какого-то отстранения, да, их не сколько будут осуждать, сколько будут отстраняться. Даже там, у людей, которые, да, там, не употребляют наркотики, там, и все остальное, я не уверен, да, что многие говорят об этом открыто, что у них там ВИЧ положительный. Просто люди боятся, что от них отвернутся, вот и все. Когда у нас кто-то умирает, мы тоже боимся об этом говорить. Если кто-то умер, почему сердце остановилось? С другой стороны, сказать, это же навлечь на себя. Это же стигма есть. У нас думают, даже если ты вот там, не знаю, обнялся с человеком, все, ты заразился, но через слюну это не передается. Не передается это через слюну, хотя... Вообще посуда, в бассейн можно ходить там. Проблем нет. Кровь.
Ну вот И боятся всё. люди признаваться, боятся люди говорить, Ну, боятся это проблема. проверять. Это Даже проблема, это проблема. Ну, ВИЧ потому это что-то что, позорное, вот что-то ну, вот, такое, да, значит. почему что-то позорное? Потому что была связь с человеком, который ведет небезопасный образ жизни. Поэтому считается это стыдно об этом говорить. Так что И делать? профилактика должна быть в школах, да, старшеклассников. С ними надо работать. Нужно проводить подобные тренинги. Получается, вот на вашем примере, в начале, когда в тренинге Да. вы вот, принимали участие, у вас Да. тоже был такой барьер, да? Поначалу, да. Да, что, о чем мне сейчас говорят. Да, то есть Но потом поначалу, этот человек, он убедил, что это нормально об этом открыто говорить. да, он убедил. Ну, правда, это было немножко резко. Он начал все называть просто своими именами, а мы сидели... Окунул, Да, так, то есть он нас окунул, все, мальчики, девочки, теперь вы тоже мокрые. Все. То есть и там шансов нет, то есть и дальше ты уже сидишь и слушаешь. Ну, во-первых, и спикер был, то есть человек, который не с улицы просто пришел, а человек правильно, грамотно выражал свою мысль, и он знал, когда и что сказать, учитывая наш менталитет. Значит, получается, можно, Да, конечно. учитывая наши ментальные Конечно. особенности, тоже Конечно. донести правильные 100%. Я больше чем уверен, да, если проводить вот такие вот мероприятия, именно вот такие тренинги. У нас можно просить наших коллег из России, они с удовольствием помогут, с удовольствием рядом станут. Вы знаете, статистика у нас особо сильно не меняется. Я имею в виду, что количество ВИЧ-инфицированных не увеличивается. Пациенты, вот хорошо, возьмем вот эти 2 года. Количество их не увеличивается, они как бы на одном уровне. Там в течение года впервые выявленный ВИЧ, там 60 человек, 70 человек в год. То есть больше нет. Если 5 лет назад было 100 человек, ежегодно выявлялось, то последние 2 года это не больше 70 человек. Ну что на это могло повлиять? Вот вроде идет сокращение, да? Эм, Информирование. Тяжело мне сказать, в принципе, население, оно информировано. Потому что и телевидение тоже в этом играет большую роль. Они озвучивают, они говорят, интернет есть. Сейчас в плане информированности человек может получить любую информацию, какую хочет. Ну и тем не менее, вот эти 70 человек, это тоже цифра для Абхазии, где 250 тысяч населения, наверное, не маленькая. Мне кажется, что не хватает обсуждения вот этих вопросов среди подростков, среди детей. Да, раньше мы проводили, лет 14 назад мы проводили такие лекции с подростками. Вот в 11 классе у нас мы собирали, приходили, объясняли. Ну, немножечко затрагивали и половое созревание детей тоже. Мы говорили, какие инфекции могут передаваться, как себя предохранить. Но потом министр образования все это прекратил, и мы перестали это делать. Вот вы проходили тренинг, вас готовили. Да, это, по этой теме. да, Что это именно от было вас хотели? совершенно случайно. Совершенно случайно мы попали на подобный тренинг. Нас было человек 40 или 50. Это студенты первых-вторых курсов Абхазского госуниверситета. Неправительственная организация организовывала этот тренинг. Все это проходило в эвкалиптовой роще. Ну, все друг друга знают, все дружат, все общаются, знакомые все. Тренинг назывался «Основы безопасного поведения». Это такой обширный тренинг был, но эти дни делились на определенные темы. Были и такие темы, где очень сложно было, конечно, сидеть рядом, всем вместе, именно вот девочкам, и девочки, и мальчики, что вместе сидели в одном помещении, когда раскрывали такие щекотливые темы ввиду нашей ментальности, нашего воспитания. Да, мы, конечно, нам это было очень сложно, но мы понимали, что в дальнейшем мы должны будем все это применить у себя в Абхазии. Но я считаю, сегодняшняя молодежь, она грамотная. Если правильно подойти к этому вопросу и говорить об этом в школе, правильно говорить, то это будет правильно, это будет у них размышление на будущее, как себя вести, какой образ жизни для себя выбрать. Мне кажется, если чем больше об этом говоришь, тем лучше. Нас вооружили знаниями, чтобы мы проводили лекции. Лекции мы вели в колледжах по всей Абхазии, и старшеклассники у нас были, но не все школы. Не все школы. Я даже сейчас боюсь вспомнить. Да, я проводил в индустриальном колледже, я проводил
лекций. И причем мы проводили как? То есть была пара, мальчик-девочка проводили. Но вам было вот неловко вместе вообще на Нет, Или абсолютно. это Настолько, было на первом этапе? нет, абсолютно. Настолько хорошо раскрепостил нас этот человек, который нам проводил тренинг, что к этому надо просто относиться очень спокойно. Ну, я не знаю, сейчас в эфире останется или нет. Останется? Да, то есть, ну, элементарно, да, средства контрацепции. Мы открыто об этом говорили, мы открыто это показывали. То есть там была именно такая тема, мы открыто это показывали. Вначале был у людей, вначале у людей был смех, потом нас пытались отвести, говорили, слушай, там девочки сидят, стыдно, пхащерок, мол, не надо сейчас. Я говорю, ну, это программа. Это программа, об этом нужно говорить, об этом, ну, это хотя бы нужно знать, элементарные какие-то вещи нужно знать. Но это один из маленьких нюансов. Самый главный момент, самая главная проблема, это, конечно, наркомания. Да? Потому что это сейчас во всем мире распространено, и как передается этот вирус, все прекрасно уже знают. Да. Как это вообще заражение происходит? Ну, я не врач, не медик, никакой эксперт, не эксперт, да, в этой области. Я могу вам просто сказать про то, что я там был изнутри и как это происходит. Ну, это обычная история группа риска, да, соответственно. Люди, которые часто делают инъекции и порой бывает не используют одноразовые шприцы. Вот так получается это заражение. Почему в какой-то момент они про эти риски забывают? Первое время, первые 3-4-5 лет, когда я начал наркотики употреблять внутривенно, я как-то старался на эти вещи обращать внимание, делать это только дома и не с людьми, да, которые выглядели как-то плохо, а уж тем более использовать не шприц или одно приспособление, да, для приготовления наркотиков. То со временем, да, то находишься, например, 12 часов ночи, тебе очень плохо, ты находишься вдвоем-троем, или ты находишься в КПЗ где-нибудь при шприце. Вот, и со временем ты говоришь, а как же мы будем это делать? И ты задаешь вопрос человеку, нет у тебя этого заболевания? Человек говорит, нет. Человек может просто сам даже не знать об этом, что у него есть это заболевание. Боль, да, вот это отломки пересиливает этот здравый смысл. Все беременные здесь тестируются у вас, да? Вы дальше куда-то информацию эту отправляете? Вот, например, она на учете где-то стоит, обязана. Сейчас я объясню. Да. Да, значит, у нас здесь государственная программа, бесплатная. Всех беременных женщин обследуем бесплатно. После того, как выявляется диагноз, у нас есть свой гинеколог, который работает с этими женщинами. То есть он наблюдает, назначает лечение и в дальнейшем ведет их уже и в родовом, и послеродовом периоде. Я о том, что вот иногда люди стесняются идти сдавать анализы, боятся, что вот эта информация, она может как-то выйти за пределы. Даже не только СПИДа это касается, а вот остальных заболеваний тоже серьезных. Не хотят тестироваться здесь, в Абхазии, они предпочитают куда-то ездить и платить огромные деньги, но вот не дай бог, чтобы кто-то это узнал, и доверие вопрос. К сожалению, пока эта стигма есть у пациентов, безусловно. Но это все при контакте с врачом. Врач должен сделать так, чтобы доверие было пациентов к врачу. Ну а чтобы он дошел до вас? Чаще всего это случайная выявляемость идет. То есть, допустим, направил терапевт, предполагает, что такое заболевание может быть. Или, например, если у человека диагностировали туберкулез легких, это может быть не просто туберкулез, а на фоне того, что снижен иммунитет. И врач опять-таки направляет, то есть на дополнительные обследования. И человек приходит и дополнительно обследуясь, происходит выявляемость. А вот информация, ребенок отправляется в садик, обязаны ли родители или вы предоставлять руководству, да, садика, медсестре информацию о том, чем он болен? С одной стороны, да, может какая-то ситуация возникнуть, ему нужна будет какая-то медицинская помощь, и врачи должны, в общем-то, знать, чем ребенок болен. А с другой стороны, это тайна, да? Вы знаете, да, это
вообще говорится так, что это конфиденциально. То есть объясняется, ведь мы не только лечим, но и разговариваем и с родителями в том числе. Родителям объясняется, какие риски, это их право говорить или нет, потому что любой врач, любая медсестра должна к любому пациенту, к ребенку, к пациенту тоже относиться как к заведомо инфицированному. А как живут люди, которые заражены ВИЧ? Например, летом очень много приезжает же, да, знакомых и со всей России. Например, там люди об этом говорят вообще легко, спокойно. И я заметил, что люди с ВИЧ-положительным статусом, ну, их заболевание обязывает их следить за собой, да, и они намного здоровее, если можно так выразиться, да. Они начинают за собой следить, они начинают одеваться, там тепло, да, то есть если там, я выхожу, там дождь идет, шапка, а какая шапка? Все никогда не выйдет там без шапки, зонтик, там, витамины, вся вот эта история, да, и сегодняшнее развитие медицины позволяет этим людям как бы частенько даже жить дольше, чем простые люди, да, если они все вот это соблюдают. Россияне об этом говорят спокойно, но опять же, да, в нашем кругу, и им там нечего бояться, там, осуждений и так далее. Потому что и работодатели, и, например, родственники. И ведь есть же такие ситуации, когда ВИЧ-инфекцией люди заражались там у зубного, да, от супруга. И все. И это крестный тебе, ты прокаженный человек, и с тобой мало кто просто даже сидеть в одной машине боятся. А здесь у нас сейчас, да, на примере коронавируса можно это немножко провести параллель. Захожу в магазин, человек чихает. Все, я от него начинаю отходить, потому что мне страшно. То же самое и здесь. То есть даже многие люди близкие, отворачиваются. А то, что люди пытаются вот так изолироваться, это не заставляет тех, кто болен, скрывать свой диагноз, подвергать опасности, опять же, кого-то вокруг, там, родных. К чему вообще вот позиция общественная, какие последствия имеет? Многие люди, как бы, зная вот эту реакцию как бы общества, и я знаю таких несколько человек, которые намеренно не идут сдавать анализы на ВИЧ, потому что они боятся, что у них будет положительный результат. И, соответственно, дальше отдельная зубная щетка, отдельная полка, да, там, с банными принадлежностями в доме. То есть ты уже какой-то другой. А вот есть у нас официальная, да, статистика о количестве инфицированных. Как вы думаете, она далека вообще от реальности? Ну, я не думаю, что у нас прям такой бум, как, например, там, в других странах. Но то, что она не соответствует действительности, это точно. Ну, это, опять же, мое, да, мнение, личное, не как там эксперты и так далее. Потому что очень много людей просто не знают о своем положительном статусе. Когда мы говорим о проблеме ВИЧ, сейчас уже стало понятно, что ВИЧ не равно смерти. Существуют препараты, которые ВИЧ-инфицированные принимают на протяжении всей своей жизни, могут прожить долго и счастливо. Но тем не менее, самое главное вот для Абхазии проблема – это то, что мы открыто не обсуждаем то, как можно защититься от ВИЧ-инфекции, особенно с молодежью и детьми. Нас этому не учили, с нами так не говорили. Мы вот поколение такое, и до нас никто так с родителями, да, с это детьми открыто так не не общается. Сейчас вызовы общества современного, они Да. не изменились. Мы еще к этому не готовы. Вот я по себе чувствую, я понимаю какие-то вещи, но как с ребенком об этом говорить? Я не знаю, я в любом случае, я бы вот с 100%, сыном об этом абсолютно, говорить? легко ставил примеры людей, да, то есть какие-то статьи определенные. То есть если вдруг такая тема возникает, то я бы, допустим, я приводил бы какие-то примеры, какие-то доводы, да, то есть не просто так говорил бы об этом. Может ли человек сам догадаться? Вы знаете, это хитрая такая инфекция. Попадая в организм человека, вирус может его не трогать. То есть как не трогать? То есть человек также себя чувствует, никаких жалоб не предъявляет от 5 до 7 лет. Вот этот период он, конечно, может инфицировать окружающих, пока не диагностируют ему эту инфекцию. Симптоматика, когда уже идет стадия СПИД. У нас же как? ВИЧ и СПИД
ВИЧ – это вирусоносительство, когда человек себя чувствует хорошо. СПИД – это когда уже стадия возникает, когда уже человек приходит с жалобами. Да. Это может быть похудание, частые пневмонии, хроническая усталость, какие-то грибковые поражения полости рта. И когда он обращается к терапевту, они, в принципе, все эти, чаще всего к терапевту или гастроэнтерологу, все эти симптоматики знают, к тому же пульмонологу, и они направляют. Люди с ВИЧ-инфекцией на протяжении всей жизни принимают антиретровирусные препараты. Таким образом замедляется развитие вируса в крови и повышается иммунитет человека. В спеццентре каждые 3 месяца смотрят показатели, чтобы проверить действие лекарств. Это и своеобразная профилактика передачи ВИЧ-инфекции. Терапия дорогостоящая. В течение месяца только за один препарат придется заплатить около 15-20 тысяч рублей. А ВИЧ-инфицированному необходим прием 2-3 лекарств одновременно. Осилить такую финансовую нагрузку может не каждый, поэтому в спеццентре обеспечивают необходимой терапией всех больных. А вся ситуация с коронавирусом, как она сказалась для тех, у кого уже ВИЧ-положительный статус? Вот что касается коронавирусной инфекции, конечно, среди ВИЧ-инфицированных пока еще такого большого количества пациентов нет. Но они, безусловно, есть. Разницы между обычным человеком, я имею в виду, у кого этого вируса нет в крови, и кто уже знает о своем диагнозе, заболевание протекает точно так же. Может протекать как легко, так и тяжело, но смертей среди ВИЧ-инфицированных от ковида не было. А кто эти ВИЧ-инфицированные, вообще какой это контингент? Потому что есть такой стереотип, что такими болезнями болеют обычно такие социально незащищенные слои, аморальный образ жизни, который ведут и так далее. Так ли это на самом деле? Если 10 лет назад у нас шла статистика, что преобладают среди ВИЧ-инфицированных именно те, которые потребляют инъекционные наркотики, то сейчас уже нет. Сейчас половой путь и передачи, и через иглу потребителей инъекционки, они почти сравнялись, эти 2 пути передачи. Поэтому стоит задуматься о том, что действительно и в школах надо вести образовательные какие-то лекции, и в институтах. А социальный статус этих людей, это не имущие? Абсолютно. У нас примерно? абсолютно. Они не асоциальны. Люди, они такие же граждане, также спокойно работают. А по половому признаку больше женщин или мужчин? Пока, конечно, больше мужчин. Пока больше мужчин. У нас есть ВИЧ-инфицированные детки. 7 человек получают уже терапию. Есть новорожденные, рожденные от ВИЧ-инфицированной мамы, но так как большинство мам обращаются своевременно, выявляемость своевременная, они пьют профилактику, препараты пьют по профилактике рождения здорового ребенка, и детки у нас рождаются здоровые. Но снимаем мы с учета после 3 лет снимаем с учета. Те, у кого при рождении ВИЧ диагностирован был, они, получается, родители не принимали, не знали или как? Это не своевременная диагностика была. То есть мама в позднем сроке сдала анализ на ВИЧ, и выявляемость была в позднем сроке, когда уже препараты, к сожалению, не смогли. И как теперь жизнь ребенка? Она как-то это... Ребенок, у нас 7 человек, которые получают препараты. Они также полноценно ходят в садик, ходят в школу, они ведут обычный образ жизни. Мы контролируем их заболевания по крови, то есть те, кто получает препараты, они для окружающих безопасны. То есть вирус крови у них нулевой, и они никого заразить не могут. Естественно, это под таким жестким контролем, скажем. Правильно как отказать. Нашим зрителям хоть какой-то момент такой, как их так научить? Чуть больше времени уделять своей семье, чуть больше времени уделять своим детям, смотреть, что они смотрят в первую очередь, на каких сайтах они сидят, что у них в карманах, общаться чаще с ними, спрашивать их, чего они хотят, чего им хочется, поддержать, даже если тебе это не интересно,
то, чего они хотят. Чаще просто общаться, чаще проводить время. Вот у меня не всегда так получается, но у меня дети пока еще маленькие, не всегда получается много времени проводить с семьей, то есть приходится там работать, то туда поехал, то сюда приехал. Все фактически пока взвалено на плечи моей супруги, но полностью ей, естественно, доверяю, и малейшее что-то не так, то есть я уже сразу в курсе. Сразу в курсе, то есть, ну... В общем, главное это не просто, да, какие-то блага. И занятия. что-то, Самое главное, да, общаться и не стесняться этих тем, и занимать. А что касается, ну, это опять же, это внутрисемейно. Вот в семье поговорили, ты вышел на улицу. Вышел ребенок на улицу, ребенку там, не знаю, там 15 лет, 14, это все дети. Это несовершеннолетние, даже 17-16 лет. Это вот как раз вот такой вот возраст, когда они вот смотрят, что им больше нравится, где они могут что-то даже скрыть от родителей. Что происходит у нас на улице. Чаще Да. всего это... Да, что происходит у нас на улице. Вот чтобы не было осуждения, страхов в нашем обществе и всего остального, это информирование. Обязательно информирование людей, ну и немножко открытости сердца, немножко сочувствия, сопереживания, не осуждения. Человек, попавший в беду, нуждается в помощи. От того, что мы от них отвернемся, легче не будет. Когда речь идет о какой-то проблеме, люди склонны думать, что это их не касается и никогда это с ними не произойдет. И вот когда мы говорим о ВИЧ, как раз это происходит со многими. Но надо помнить, что эта беда может постучаться в любой дом.